ленточке нас узнают наши пассажиры, проголосуют, мы их подберем и всегда бесплатно довезем до места. Участвуйте, подвезем быстро. Насчет QR-кодов у меня своя позиция. Я не противник вакцинирования как такового, потому что я биолог, я понимаю роль вакцинации в здоровье человека. Но одновременно с этим те QR-ограничения, которые вносит нам правительство, они, во-первых, являются неправовыми, потому что сам QR-код, он не является документом каким-либо, утвержденным законодательно. И он не является показателем статуса человека. Это просто набор какой-то информации. Красная ленточка — это такой маячок, который хорошо заметен, по крайней мере, днем. А зачастую ночью или в вечернее время эту ленту подсвечивает. И я, когда подъезжаю, я включаю освещение водительского места, и эта ленточка ярко светится в лучах лампы. А у, соответственно, пассажира у моего лента в руках, он ее может подсветить либо телефоном, либо поднять над головой, и тогда я увижу, что это мой пассажир. Власти начинают имитировать соблюдение законов. Не пускай вообще транспорт. У меня есть даже медотвод, им это не важно. Говорят, QR-код нужен. Но QR-код тогда еще не делали. Я им говорю, что до 8 декабря у меня медотвод. И дальше делайте QR-код. Но я как бы хотел верить власти, но у меня нет доверия власти пока по их действиям. Вы, Антон, да? Позвольте без QR-кода. Спасибо большое. Как правило, люди, конечно, негодуют по этой ситуации. Им хотелось бы, чтобы подобные решения принимались взвешенно. Наверное, я считаю, что вообще такие решения должны через референдум приниматься, а не оголтело, как сейчас это происходит. Считаю, что это все наоборот вредит всему. То, что делается. Вот я, например, не антипрививочник. Постоянно от гриппа делали, когда работали. Сейчас я пенсионерка. Так что я считаю, что все, что делается для безопасности. Но вот все вот эти против создающиеся группы, они наоборот вредят. Очень много больных, очень много умирающих. Поэтому надо с этим что-то делать. А воевать со всякими, я смысла не вижу. А вот то, что они не получают QR-код, ездят на других автомобилях. Плохо. Так они заражают тех, кто едет. Я думаю, что и моя маска их не спасет. Может, даже и моя вакцина. Кто его знает, как она сработает. Человек для себя должен решить. Ему жить или умирать. А остальное уже как. Но они же должны как-то передвигаться. Вот они придумали такой вариант. Ну и что? Они победят с этим вариантом? Вакцину? Я думаю, прививка, конечно, вещь сугубо индивидуальная, но группы, которые категорически против прививок, я считаю, это неправильно. То есть основная масса людей другого мнения.